Первый этап международного фестиваля «Край мастеров» состоится 28 июня в сельском поселении Мужичи. Более 20 ингушских мастеров проведут 10 ремесленных мастер-классов, в которых смогут принять участие все желающие. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня молодежи. Для участников, помимо фестиваля, подготовлено множество спортивных и творческих активностей. В частности, веломарафон, турниры по стрельбе из лука, мини-футболу и гиревому спорту, поход на Эко-Чоженский водопад, различные мастер-классы и множество других мероприятий. Жители и гости республики смогут также посетить рок-концерт с участием артистов и коллективов республики и отведать горячий плов. Национальный заповедник Эрзей в Ингушетии стал 100-м объектом природоохранного значения в списке российских заповедников. Также Эрзей является самым молодым заповедником в России, сообщает пресс-служба Минприроды Республики. Заповедник был основан 21 декабря 2000 года на базе федерального заказника Ингушский. Изначально его площадь составляла 5970 гектаров. В 2009 году границы заповедника существенно расширились, увеличившись почти в 6 раз. Сегодня он занимает 35 292 гектара. На территории Эрзи можно найти множество уникальных объектов. На заседании Народного собрания Ингушетии состоялась церемония посмертного награждения российского этнографа и кавказоведа Фомы Ивановича Гарипекина орденом Нах-Сидер. Фома Гарипекин посвятил значительную часть своей жизни исследованию истории и культуры ингушского народа. Его вклад в науку был высоко оценен еще при жизни. На церемонии присутствовали правнучки ученого Нонна Алексеевна Святошова и Лариса Евгеньевна Чугуевская. Они выразили благодарность за уважение к памяти их прадеда и выразили надежду, что его научное наследие будет полезно ингушскому народу. Специалисты школы каменщиков-реставраторов наследия обнаружили в запечатанных средневековых склепах на территории башенного комплекса Нижний Пуй уникальные предметы ювелирного искусства – серебряные височные подвески. На территории комплекса ранее были найдены также инструменты ювелира – наковальни и молотки, подтверждающие существование здесь древней кузницы. По словам специалистов, подвески – визитная карточка ингушских женщин того времени, свидетельствующие о высоком мастерстве ювелиров Нижнего Пуя. В мае инфляция в Ингушетии ускорилась и составила 9,6% в годовом выражении. Это выше, чем в апреле, но ниже среднероссийского показателя. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае больше всего подорожали продукты питания. Выросли также цены в кафе и ресторанах. Причина – удорожания закупаемого сырья. Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали строительные материалы. Медицинские товары и одежда также подорожали из-за роста затрат производителей на сырье и логистику. Цены на автобусные перевозки впервые за долгое время выросли вследствие увеличения расходов транспортных компаний. Минюст России планирует полностью отказаться от бумажных свидетельств актов гражданского состояния. Об этом сообщил глава министерства Константин Чуйченко. Он напомнил, что в 2016 году был принят закон, предусматривающий создание единого государственного реестра актов гражданского состояния, который на данный момент содержит более 560 миллионов записей. Основным источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет являться электронная запись в реестре, добавил министр. Он пояснил, что в случае необходимости граждане смогут получить выписку из реестра, но в современном мире потребности в документах на бумажном носителе скоро не будет. Ингушский дзюдоист Джафар Костоев занял 5-ю строчку в рейтинге Международной федерации дзюдо среди дзюдоистов весовой категории до 100 килограммов. Он поднялся сразу на 8 позиций. Международная федерация дзюдо обновила рейтинг лучших дзюдоистов мира во всех весовых категориях после завершившегося чемпионата мира в столице Венгрии Будапеште. Джафар Костоев выступает за сборную Объединенных Арабских Эмиратов.